В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Масштабные проекты, реализуемые на территориях опережающего развития Дальнего Востока, в 2020 году получили льготное финансирование по линии группы web.rf общим объемом 9 миллиардов рублей. В частности, займы по 5% годовых выданы на строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» на Тор-Якутия, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината на Тор-Комсомольск, Находкинского завода минеральных удобрений на Тор-Нефтехимический и жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» на Тор-Большой Камень. Поддержка институтов развития позволит запустить необходимые для развития Дальневосточного федерального округа производства и возвести квадратные метры для судостроителей и их семей в намеченные сроки. А в рамках строительства первого этапа третьей очереди теплиц, стоящих на вечной мерзлоте и обеспечивающих свежими овощами жителей Якутии, внедрены инновационные решения для повышения урожайности до 120 килограмм с квадратного метра в год. Всего в прошлом году резиденты территории опережающего развития на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток получили 45 миллиардов рублей льготного финансирования. Около 3,5 миллиардов рублей направят на реализацию программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации в 2021 году. Постановление об утверждении государственной программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего на реализацию положений документов в ближайшие 3 года будет направлено около 15 миллиардов рублей. В числе целей госпрограммы – увеличение экономического вклада арктической зоны в российскую экономику, обеспечение устойчивого развития региона, а также привлечение новых инвесторов. Нововведениями в программу стали мероприятия, нацеленные на помощь коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающим в арктической зоне России. Власти Якутии газифицируют в 2021 году более чем 1700 жилых домов в 4 населенных пунктах региона, благодаря госпрограмме комплексного развития территорий. На сегодняшний день по госпрограмме реализуются 7 объектов в селах Бердигистях, Чурапча, Дябула и Бютайдях. До конца 2021 года в селе Бердигистях газифицируют 750 жилых домов, в Бютайдяхе около 200, в Чурапче 807 домов и Дябула 27 домов. Разрешение на ввод объектов уже получено в селе Бютайдях, жилые дома сейчас уже готовятся к подключению. В Чурапче один из 3 объектов завершен и готов к сдаче в эксплуатацию, а 2 остальных объекта законтрактованы. Идет подготовка, в том числе завоз материалов. Компания «Тас-Юряхнефтегазодобыча» намерена выйти на уровень добычи 5 миллионов тонн нефти в год. За 2020 год добыча нефти составила 4815 тонн, что выше показателя 2019 года на 23%. Также в прошлом году компания выполнила 230 квадратных километров полевых сейсморазведочных работ 3D, закончила бурение 3 поисково-разведочных скважин. Кроме того, при поддержке предприятия открыт многофункциональный спортивный стадион в селе Тас-Юрях Мирнинского района. В 2021 году завершается строительство учебно-лабораторного комплекса Малой академии наук на 150 мест. Компания «Селигдар» в прошлом году выручила 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это в 4 раза больше результатов 2019 года. Доходы выросли из-за значительного увеличения выручки от реализации работ и услуг. В конце 2020 года «Селигдар» подписал договор подряда с аффилированной организацией «Нерунган» на проведение добычных работ на месторождении рассыпного золота на реке Юрский с привлечением подрядчика «Артель старателей Новая». Выручка по данному договору составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Совокупная себестоимость реализованной продукции и услуг в отчетный период увеличилась в 3 раза. Сальдо между прочими доходами и расходами в прошлом году было положительным. Разница составила 10 миллиардов рублей, преимущественно за счет увеличения стоимости ценных бумаг. Детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда», арт-объект «Священный табун мифических лошадей» и объекты сервисного обслуживания построят на территории туристического кластера «Лена» в Якутии в 2021 году. Отметим, в прошлом году проект туркластера стал финалистом конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России и вошел в топ-36. Проект «Лена» включает в себя такие туристические объекты, как питомник бизонов Усть-Ботома, песчаные дюны Тукуланы, ледник Булус, водопады Курулур, скалы Турукхая, туркластер «Северная мозаика». Его площадь составляет 292 тысячи гектаров, начиная от Табагинского мыса, заканчивая национальным парком Ленские столбы.
Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия 24.